Пожалуй, Илье Семяшкину держать ответ перед общественностью сложнее всего. Все-таки он курирует социальный блок. И сейчас этой сфере уделяется особое внимание и на уровне страны, в свете демографических задач. К тому же правительство региона ставит перед ведомством не менее глобальные задачи. Так уже с этого года в Коми заработал уникальный комплекс мер поддержки семей с детьми. Законопроект, предложенный Сергеем Гапликовым, взбудоражил общественность и аналитиков. Ведь ни в одном регионе в прошлом году не было такого решения – направить образовавшиеся свободные средства дополнительно именно на поддержку семей с детьми. Причем с введением регионального материнского капитала на первенца наша республика задала социальный тренд, который подхватила вся страна. У нас нет ограничений, что семья родила должна родить была ребенка до 26 лет, или это только студенческая семья, или это семья, которая не более 3 лет работает, молодые специалисты. То есть регионы вводят такие выплаты, да, но они делают так, они ограничивают. Мы сделали всем. Это наша принципиальная особенность, которая свою правоту подтвердила как раз в послании президента. Именно такое же направление давать выплаты всем предусмотрел президент с 2020 года. Еще один тренд, отмеченный общественниками – борьба с бедностью. Так, в республике семейный социальный контракт начал действовать как пилотный проект еще в прошлом году. По результатам, 244 семьи из Сосногорского и Карткировского районов воспользовались возможностями для трудоустройства, а значит, увеличили свои шансы побороть нужду. Дальше больше. В этом году республика охватит по тому же принципу уже почти 3000 малоимущих граждан. Работа по этому направлению нам позволила также войти в пилотный проект Минтруда, и по которому мы смогли привлечь в Республику Коми более 450 миллионов рублей. То есть фактически наша задача будет 10% от общего числа малоимущих граждан вывести из бедности. Разрабатываются меры поддержки и пожилых. В следующем году начнется расширение республиканских, Кунипского и Тентюковского домов-интернатов для престарелых и инвалидов. И вроде бы очереди на получение мест в интернате отсутствуют. Однако потребность в жилых местах может возникнуть в любой момент, потому что население, увы, стареет. Почти 1 миллиард рублей, которые мы привлечем на строительство, такого не было. 30 лет Тентюковскому дому-интернату, тогда он, наверное, строился еще вся страна строила тогда его. С тех времен не было нацпроектов, да, и нацпроект нам позволил осуществить нашу мечту, расширить наши 2 интерната. По словам министра, 2020 год ставит перед ведомством ряд непростых задач. Впереди 75-летие Победы, и важно уделить особое внимание всем категориям граждан, судьбу которых навсегда изменила война. К тому же в республике на сегодня осталось всего 118 участников Великой Отечественной войны. И, возможно, выразил опасения министр, это последняя круглая дата, которую Коми встречает в окружении непосредственных победителей. Павел Королев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.